Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в котором новости из жизни Мордовии за январь 2019 года будет комментировать заместитель генерального директора мордовской депозитарной компании «Депозит» Фаина Юрьевна Макарова. Первая новость заключается в том, что 15 января начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мордовии Юлия Викторовна Матвеева сообщила статистику, что в 2018 году от гриппа было привито 395 тысяч человек, 49% населения, а в 2017 году на 50 тысяч меньше и на 6% меньше, 43% населения. И она отмечает тенденцию, что прослеживается прямая связь между количеством привитых и заболевших людей. Чем больше привитых, тем меньше заболевших. Согласны ли вы с ней и как относитесь к иммунизации населения? Ой, вопрос довольно-таки сложный, опять, как обычно бывает, то есть он двоякий, 50 на 50. С одной стороны, наверное, кому-то иммунизация нужна, вот это вот, прививки, они нужны, имеют место быть для детей особенно, вот, но некоторым, я считаю, она и не нужна. И вообще детей желательно бы иммунную систему развивать закаливанием организма с рождения, как я считаю. Вот. Ну и, наверное, даже еще до рождения ребенка необходимо, чтобы родители будущего ребенка думали о своем будущем поколении, вели здоровый образ жизни. Это самое главное. Если родители будут вести здоровый образ жизни, если с рождения они будут заниматься ребенком закаливанием, то такой ребенок, даже заболевая, получая какое-либо даже вирусное заболевание, тем не менее за счет сопротивляемости собственного организма может с этой болезнью справиться. И если какие-то такие заболевания, проявления заболеваний, как кашель, насморк, сопли, повышение температуры, в этом ничего страшного я не вижу. Через это должны все пройти, потому что это значит говорит лишь о том, что организм борется с данным заболеванием. Вот. Ну, случаи всякие. Все зависит от конкретного ребенка, от конкретного лекарства. Потому что были такие даже в свое время случаи, когда нам всем, чуть ли не всей республике прописывали орбидол. Знаем, кто за этим лекарством стоит. Кому это было, да, кому это было интересно на тот момент, распространение этого лекарства за счет, опять же, федеральных средств бюджета и республиканских средств бюджета, которые значимости как лекарство эффективного борьбы с болезнью из себя ничего не представлял. Ну, поэтому вот такое отношение. Следующая новость заключается в том, что есть организация «Союз охраны птиц России». С 1996 года она выбирает птицу, которая наиболее нуждается в международной охране и является символом природы России. 4 января птицей года была избрана обыкновенная горлица. До этого во второй половине 20 века была численность 2-3 миллиона, в последние 2 десятилетия в 100 раз сократилась их численность. Причинами сокращения численности называется традиционная охота, предпосевная обработка зерна ядохимикатами, воздействие засух. Эта птица наблюдается штучными парами в национальном парке Смольный, в заповеднике Смедовича уже 2 года не встречается. Кроме того, 11 января на сайте заповедной Мордовии сообщили, что Божья коровка, которая сфотографирована в Мордовском заповеднике, будет на обложке февральского номера Малазийского научного журнала. У нас в Мордовии 46 видов. В 2018 году в Мордовии произошло 26 лесных пожаров. Как бы вы оценили защиту природы в Мордовии? Ну, я всегда стою на стороне защиты природы. Природу надо любить, природу надо защищать, природу надо охранять. С детства нам это внушали, поэтому, находясь в лесу, в полях, ну куда еще, на море, когда едешь, желательно, конечно, после себя свои продукты жизнедеятельности оставлять в минимальном количестве или оставлять такое, чтобы не наносить вред. А вред самой природе, ну, естественно, конечно, животным. Но это само собой разумеющееся, тут, мне кажется, комментировать даже особо нечего. Но только я удивилась, почему горлица. Я думала, что у нас по России стерхи в последнее время вкатировались. Им все показывали, куда им надо лететь на зимовье. В администрации президента живут, они в безопасности. Они в безопасности. Ну, вот видишь, как им хорошо повезло. Вот сегодня я шла на работу сюда и сфотографировала у нас во дворе, по дороге между нашим офисом и моим домом находится голубятня. И вот в голубятне сегодня их не выпустили, этих голубей.
Вот, но всегда очень мне нравится проходить мимо них и наблюдать за их поведением, за их воркованием, как говорят, гуганем, или как это называется, когда они гурлычут. Не знаю. Гур-гур-гур-гур-гур. Вот. Приятно. И очень часто я их фотографирую. Но у нас тяжелая ситуация в Мордовии, снежный катаклизм был. Да, она, по-моему, Неожиданно. по всей России была эта ситуация. И даже в некоторых регионах, может быть, больше, чем у нас. И, естественно, администрация города начала отчитываться. 5 января сообщено, что город спасают 156 единиц техники. Водителям поставили знаки, по которым по четным числам машины можно ставить только на одной стороне, по нечетным на другой стороне. МЧС России тоже отчиталась по Мордовии, сколько техники работает и какие пункты обогрева и так далее, места посадки вертолетов, и отслеживаются оповещения, система оповещения и интернет. Пошли факты сразу. 5 января в переходе над железнодорожным вокзалом Саранска гости столицы падают, получают травмы. Вот такое впечатление остается о нашем городе. 15 января в травмпункт обратилось уже 650 человек, на 30% меньше, чем в прошлом году. Но это в основном эти все травмы не связаны с падением, а с празднованием Нового года. Коммунальные службы города отчитываются, что 27 тысяч тонн песков, реагентов 2300. Уже накидали. Да. Вот. Нет, подождите, обвалился балкон, упало несколько деревьев, то есть вот какие экономический ущерб. Ледяная глыба упала на мальчика, на школьника, у него сотрясение мозга. А Петр Николаевич попрекает, что вы типа обратите внимание, какие домоуправления плохо работают, какие хорошо, и даже назвал те, кто хорошо работает, кто плохо, чтобы мы переизбирали управляющие компании, не выбирали те, кто доказали, что они плохо работают. И Петр Николаевич попросил прощения перед горожанами за тех, кто плохо работает. Это тоже, мне кажется, важно, когда глава района не боится вот так попросить прощения за недостатки в своей работе. Вот, как бы вы Наверное, само прощение мальчику этому не поможет в том, чтобы ему, как говорится, вернуть сам событие, эпизод, который случился. Но то, что зима снежная в этом году по сравнению с другими годами, которые были последние, наверное, 5-10 лет, это общеизвестно. Морозы в этом году были замечательные. Но, тем не менее, опять же, мы с детства помним, и где мы живем. Мы в средней полосе России живем, поэтому ожидаемо должна быть ежегодно, что будет снег, что будет оттепель, что будут наледи, что необходимо город заранее подготовить ко всем вот этим фактам. Вот. Ну и, наверное, вот начиная с ясель, с детского возраста, в детских садах, наверное, со школ. И самим родителям с детьми, конечно, постоянно вести тоже работу по поводу того, чтобы не ходить около дома, непосредственно под балконами, под крышами. Я вот всегда старалась своих детей подальше уводить от этих мест, особенно в такое время года. Вот сегодня с утра, сегодня у нас оттепель, вчера мело, вот, снег падает с крыш, слышно только по карнизам окон, падающий снег стучит с содроганием с некоторым. Вот. Поэтому, когда такие вот вещи случаются, конечно, хотелось бы, чтобы были соответствующие места, особенно когда убирают снег, были огорожены. Вот. Раньше, мне кажется, было хуже с уборкой снега с крыши и с самого города. Сейчас, я так предполагаю, с тем количеством снега, который выпал, ну, работа, мне кажется, проведена все-таки удовлетворительно. Но здесь еще, может быть, помощь. Было все-таки несколько дней, было тепло, и солнышко светило, снег подтаял. Но уборка, по крайней мере, центра города, я живу в центре, в основном у меня работа и дом находится в центре, я являюсь непосредственно свидетелем, наблюдателем уборки только здесь. Вот редко куда-либо выезжаю, поэтому могу судить только по центру. А вот рейтинга домоуправления нет у нас, чтобы выбирать, кто лучше по каким-то показателям, чтобы мы могли выбирать. Не знаю, лучше. я вот это не читала, я тоже не знаю, не слышала. Только единственное, что знаю, что вот наша дворничиха последнее время, когда я вот вышла как-то, я тут в командировку уезжала очень рано, вот, выезжала где-то в половине 6 утра, а она уже с 4, по-моему, даже скребла вот эти наши тротуары. Вот она сказала, что да, вот наш мэр заставляет нас с утра пораньше убирать.
И нужно отдать ей должность, что она у нас убирает чуть ли не весь день до поздна, потому что иногда я возвращаюсь тоже поздно затемно, и она с привлечением кого-то продолжает чистить и скрести дорогу и тротуары. А еще вот забыл спросить. Петр Николаевич говорит, что у нас стиль работы такой. Все обойти своими ногами и все увидеть своими глазами. Как вы относитесь к тому, чтобы такой большой начальник сам занимался волонтерством и ходил как просто руководитель? И разве это работа главы Это, города? я здесь думаю, немножечко популистская такая вещь, которая проходит у него. Есть у него такое, он ежегодно у нас всегда на субботнике, когда организовывает, и всегда там, где он проводит субботник, перед этим люди убирают соответствующего с ним людей, он набирает своего круга, вот. Потому что была я свидетелем в прошлом году по осени не раз, когда в центре, где он убирает, там уже практически почти уже убрано, и все это вот на камеру снимается, а там, где необходимо убирать было, и потом вот проезжали мы в другие места, там бедная женщина, не имея того количества техники, которая находится рядом непосредственно с ним и с теми людьми, с кем он убирает, в общем, небо и земля. Поэтому здесь больше, наверное, популизма. Следующая новость заключается... Но, с другой стороны, тем не менее, город у нас убирается. На самом деле, по сравнению, может, с другими городами, как вот я слышу, все-таки город у нас довольно-таки чистый. И нужно отдать должное, что в нем заслуга его в этом тоже имеется. Поэтому я обычно сторонница всегда быть более объективна в обсуждении этих проблем. Я тоже согласен. Следующая новость о развитии в Саранске велоинфраструктуры. 24 января в Саранске открылись российские соревнования по экстремальному велоспорту BMX, а 29 января глава города Петр Николаевич Толтаев поручил дирекции коммунального хозяйства и благоустройства изучить проект велодорожек, разработанный ученицей 7 класса школы 39 Варварой Бурлаковой. Она заняла 3-е место во всероссийском конкурсе добровольцев России. Ее показывали. И вот он говорит, что у нас велопрогулки можно осуществлять в парке Ленинского района, во дворах, Пролетарском парке, экопарке на Маховой. А она разработала, чтобы и в Пушкинском парке, как сделать велодорожки и на территории, прилегающей к стадиону Мордовия-Арена. Как вы относитесь к развитию пешеходного транспорта, инфраструктуры? Да, я хорошо отношусь к этому. У меня в свое время средняя дочь с зятем, они тоже были сторонниками велопрогулок. Да, покупали тогда велосипеды, вот, ездили и в деревню они ездили тогда на велосипедах одно время. Сейчас она, правда, в основном у меня пешеходными прогулками занимается, с учетом того, что у нее 2 рядом с ней детишек, внуков моих, дочери и сынишки. Вот. Сам вид спорта, вернее, вид деятельности, это езда на велосипеде, это очень хорошо. Это укрепление мышц ног, работа сердца. Ну и желательно, конечно, чтобы это было в экологических районах проходило, именно в парках, в лесопарках, в лесозонах соответствующих, на дорогах сельского назначения. Вот. В центре города я считаю, что это, наверное, не совсем уместно, потому что все выбросы, которые идут от машины, от автомобиля, а их довольно-таки все-таки у нас город становится перенасыщенным этим видом транспорта, особенно ближе к вечеру, иногда даже в обеды. Вот. Думаю, что это будет не совсем правильно, потому что дышать отработанными парами, газами от ГСМ, это не совсем правильно, и это не польза здоровью, это только вред, наверное, легким. Это моя точка зрения. Следующая точка зрения будет по поводу новости об оптимизации региональных ведомств и учреждений. 9 января председатель правительства Мордовии Владимир Федорович Сушков объединил поликлинику номер 15 и клиническую больницу номер 1. 11 января Управление судебного департамента при Верховном суде России по Мордовии сообщило, что 19 февраля будет объединено 9 районных судов в связи, не объединено, а ликвидировано в связи с их малосоставностью, присоединены к другим районным судам. 14 января вступил в силу указ главы республики о том, что упразднено 2 ведомства. Министерство целевых программ вошло в состав Министерства экономики, торговли и предпринимательства, а Госкомитет по делам молодежи вошел в состав Министерства спорта, молодежной политики и туризма. На сегодняшний момент в структуре правительства насчитывается 15 министерств, Госкомитет имущественных и земельных отношений, 2 республиканские службы ветеринарные по тарифам и постпредство Мордовии при президенте Российской Федерации. Я даже не знаю.
Я Особенно, комментирую эту новость сейчас, потому что, с одной стороны, смотря оптимизация чего и оптимизация как. Когда в районы начинают собирать под единоначалием, и когда интересы граждан и жителей при этом не учитываются, смысл в этой оптимизации, когда это создает трудности для людей. Если, допустим, вот, ну, образно опять взять налоговую, которая объединяет и Чалковского в районе, у них сейчас сидит их, так скажем, непосредственное руководство, входит Рамадановский район и Лямберский район. При том, что Лямберг находится рядом с городом, то есть его отнесли не к Пролетарскому району, который налоговый рядом находится в пределах там 50 километров, а чтобы попасть в Ичалковский район, нужно заехать через Саранск, проехать Рамаданово и поехать в Ичалки. И причем сделать крюк получается порядка 100 километров. Это что за оптимизация такая? Точно так же поликлиники. Поликлиники, которые были удобны для граждан, живущих в этом районе, и объединяют их в одном куда-то, ну, это не оптимизация, это издевательство. А то, что сократить министерство, или какие-то ведомства, или какие-то агентства или организации такого уровня, я за то, чтобы их сократить. Особенно количество людей в них работающих. Потому что начинают собирать по параметрам, по показателям, и насаждать, так говорится, то есть работа ради видимости этой работы. Не столько самого результата от этого деятельности, сколько сбор ненужной информации, каких-то сведений, от которых жизнь-то не улучшается. Просто люди сидят и получают зарплату за ту работу, которая никому не нужна, потому что она-то не приносит дохода. Поэтому вот такое мое мнение. Следующая новость называется «Обыденная жизнь бизнеса». Год назад нашел цифры только по 2016 году я. Сайт «Реальное время» сообщил, что выручка 100 крупнейших предприятий Мордовии 250 миллиардов за год. И вот 3 семьи отмечаются как сказать, превосходством над остальной массой. Семья Сеушовых контролирует 40 миллиардов рублей, 16% общей выручки. Виктор Степанович Бирюков 28 миллиардов, 11% общей выручки. Вместе две семьи 27%. И третья семья, семья Меркушкиных. 4 января стало известно, что Сбербанку передается для уменьшения кредитной задолженности бизнес-центр «Адмирал», по информации столицы ЦС, принадлежащей семье Меркушкиных. А 23 января тоже столица ЦС сообщила, что, как сказать, уволенный Алексей Николаевич Меркушкин с ликвидированного министерства станет гендиректором электроприменитель, 55% которого по расчету столицы ЦС находится под контролем Меркушкина. Первая часть новости, вторая уже, как сказать, 23 января Фонд имущества сообщил о том, что отдает, выставил на продажу акции предприятия Тепличного и объединения Элеком. И причем стоимость Тепличного, с которой хотят купить 23 января, она это 4,3 миллиарда. Это та же самая стоимость, которую не удалось получить через кредитные линии. 21 января выяснилось, что никто не захотел предоставить кредиты на эту сумму. Это на Республике Мордовия самой, наверное. Да, да. Правительству Мордовии не удалось. И причем оказалось, что это та же самая сумма, которую к концу еще прошлого года мордовский Минфин должен был вернуть федеральному Минфину. И еще такая маленькая новость, что КПРФ сообщает, что у них есть достоверные источники, которые говорят, что скоро будет приватизирован Саранский аэропорт. То есть новости монополизация бизнеса в Мордовии и плюсы и минусы приватизации. Тут опять, ну, как все обычно, двоякое отношение, в зависимости от того, кто, что и как. Если касается непосредственно тепличного, да, по тепличному что? То, что приватизация, наверное, это неплохо, если деньги за это получат. Непосредственно бюджет и действительно рассчитается по тем долгам, которые у нас республика должна. Какое будет управление, собственники, которые придут? Ну, у нас бизнесменов таких непосредственно в Мордовии, которые могли бы купить, как я предполагаю, ну, единственный был, наверное, инвестор, семья Меркушкиных могла бы, наверное, взять. И, в принципе, как вот та новость была, которую у нас там 3 семьи объединяют, я так думаю, что все-таки за всеми этими 3 семьями активами, которые были озвучены, все-таки стоит одна семья. Ну, это по слухам, по разговорам с окружением.
Вот. Поэтому приватизация это неплохо, монополизация еще лучше, потому что те объекты, да, про аэропорт там и так далее, потому что те объекты, которые, от которых зависит жизнь и здоровье граждан, они должны быть на особом государственном контроле. Чтобы был особый государственный контроль, они должны быть в государственном ведении, чтобы за ними был соответствующее. Те же самые слова: надзор и контроль. И ответственность за жизнь и здоровье граждан. Ну, государство это хороший контролирующий орган? Или лучше это, чтобы самоорганизация, как сказать, объединение разного? С учетом того, что мы вносим все, да, все граждане в данном случае все-таки являются налогоплательщиками, и что социальная сфера принадлежит государству, которое распределяет, я считаю, что в принципе государство должно нести ответственность. И если что-то с гражданами случается, что она должна за это отвечать в первую очередь. Вот. У нас просто государство взяло на себя некие функции. Вначале лакомые кусочки, которые принадлежали раньше государству, в частные руки отдала, которые снимают сливки, а потом якобы начинают их контролировать, опять же получая дополнительно через коррупционные схемы кого-то помиловать, а кого-то отпустить. Поэтому не вижу здесь большого плюса, когда такие отрасли отдаются на откуп частным структурам. Меня вот еще тема беспокоит. Может, нам стоит сделать урок, как республики, и больше не создавать рабочие места, что выглядит очень красиво. Потому что мы сначала создаем предприятие, инвестируем туда, а потом продаем подешевле. Нет, в целом сам подход. А где такие предприятия? Да тоже тепличные, тоже это наверняка создавалось за счет бюджетных денег, а теперь мы их приватизируем в полстоимости. Потому что нас не купят, потому что цена рыночная. Но здесь, мне кажется, все равно вынужденные продажи у них идет. То, что оно, да, значит, с федерального бюджета... Может, не надо больше создавать рабочие места может быть, за счет не бюджетных надо. средств? Может быть, и не надо. Пока не надо, пока не расплатятся с предыдущими долгами. А вот когда появятся деньги, и когда возможность будет их куда-то инвестировать, их надо будет инвестировать. Тогда да. Я думаю, лучше не инвестировать, а лучше снижать налоги. Да, это вообще идеальный вариант. Если деньги лишние, значит, вы лишних собрали с бизнеса. Конечно, конечно. Следующая новость в том, как Саранск выглядит в общероссийских рейтингах. 10 января финансовый университет при правительстве опубликовал результаты исследования, и оказалось, что если у жителей спрашивают, есть ли среди ваших друзей и знакомых люди, вовлеченные в православную культуру, Саранск на 10-м месте среди всех столиц России. А в 2015 году похожий был вопрос, но не среди ваших друзей, а вы лично, насколько вовлечены в православную культуру и веру. Саранск на 3-м месте среди всех городов России. Вот так мы относимся к себе. И, ну, конечно, у нас есть новости, что у нас в ноябре осветили духовенство трассу Саранской Чалки в надежде, что больше не будет ДТП. А 28 января в Чамзинском районе окропили святой водой самый опасный аварийный участок Саранск, Сурск, Ульяновск. Теперь мы можем быть уверены, что там аварии не будет. Так, давай вот все, вот пока вот на этом остановимся. Да. Значит, суть какая? Я хотела бы вначале услышать вот от этих РПЦ, чтобы взяли, и от ГАИ, взяли сведения. Значит, можно взять подшивку. Средства массовой информации окропляют ежегодно у нас. И космические корабли? И все что угодно, да, ежегодно. Но я имею в виду в данном случае по Мордовии. Потому что уже окропление было не первый раз. И после этого окропления какая статистика, чтобы была по ГАИ, по авариям, чтобы было видно, а стоит ли в данном случае вот именно заниматься, говорить о безопасности движения с учетом того, что окропляют. От этого зависит или не от этого? Или все-таки другая причина? О том, как получают права, как выдают права граждане, о том, какие дороги, о том, как работают сами по себе у нас сотрудники ГИБДД, какую работу проводят. Вкупе надо рассматривать всю систему этих вопросов. Очень легко пойти, помахать кисточкой и думать о том, что это само собой все разрешится, и аварии не будет. А вот еще два рейтинга. В одном из них Саранск только по показателю самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город. Саранск
почти на последнем месте, 66 место из 83, а вот по-другому наоборот показателю. Агентство политических и экономических коммуникаций, рейтинг эффективности управления в городских округах, в сводном рейтинге мы 6 место, наоборот, из 92, в политико-управленческом мы 9 место, а в социально-экономическом 6 место. Я не знаю, я не делю вот по этим по отдельным видам, которые ты называешь там рейтингом. Единственное, что могу сказать, что когда мы были школьниками и студентами, когда я куда-то ездила и встречалась с определенными людьми в других городах, потому что мне приходилось на Украине быть, и в Владивосток я летала, в Красноярск я летала, там еще в другие города. И очень многие люди, когда я им говорила, что в Мордовии, что мы живем в Мордовии, в городе Саранске, все почему-то Мордовию путали с Молдавией. Вот. А то, что в последнее время очень часто в средствах массовой информации и на ТВ звучит Саранская Мордовия, даже в шутках наших юмористов, КВНщиков, там, других людей, даже в Перес Хилтон, по-моему, несколько раз звучала Саранская Мордовия в других выступлениях. Это уже говорит о том, что все-таки, даже Comedy Club было не раз. Вот это уже говорит о том, что все-таки Саранск, наверное, узнаваемый город, раз о нем так уж говорят в таких передачах. И, кстати, этим самым они нам еще больше рекламу делают. Но рекламу, чемпионат мира прошедший, он сделал нам положительную рекламу, хорошую рекламу. Да, и вот добавление. Тоже агентство политических и экономических коммуникаций саму Мордовию на 24 место из 85. Причем по консолидации элиты 5 место даже в России, по социальному блоку 8 место, а по экономике, наоборот, 83 место. То же самое. Да? Потом, издание «Проект» сообщило по поводу иммиграции из России людей. И Мордовия на 5 месте из всех регионов России по иммиграции из страны. Причем из 5 3 приграничных, а 2, в том числе Мордовия и Тамбовская, они в глубинке бегут из Мордовии. Ну, а где молодежи работать? А в чем секрет нашей Мордовии, что так бегут? Ну, а в том, что некуда приложить. То есть университет есть у нас, институт есть, другое высшее заведение у нас есть, да, то есть у нас их несколько. Молодежь, как мы на прошлом с тобой говорили в выпуске передачи, довольно-таки умная, потому что очень многие из Мордовии дети у нас занимают на российских и даже международных олимпиадах какие-то призовые места. То есть на самом деле ребятки у нас неплохие, заканчивают. Что у нас? Где у нас рынок труда, где они могут применить? Даже по сравнению с теми вот большими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Казань. Где им себя применить, получив высшее образование? Поэтому миграция. Историческая у нас следующая новость. Вспоминают ветеранов войны в Афганистане с 4 по 6 января. Юноармейцы и поисковые отряды сделали марш-бросок и имитировали там и засады, и разведку, и захват школ. 18 января в Мемориальном музее военного и трудового подвига был представлен интернет-проект «Души, опаленные Афганистаном», и там было сообщено, что будет создаваться единый памятный архив об участниках. Статистика такая: 3000 уроженцев Мордовии участвовали в афганской войне, 3117 ранены, 68 погибли, 1 пропал без вести. А 19 января начался фестиваль «Афганское эхо», по всем районам проходили концерты, и вот, видимо, на днях гала-концерт состоялся, в котором участвовали в том числе ветераны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Что вы знаете о том, как живут воины-афганцы? Вдруг есть информация, и в целом, как вы считаете, нужно с ними было работать, готовить к мирной жизни, чтобы не повторять ошибок, которые были, я считаю, в форме этой войны? Есть один знакомый, родственник. Он оказывается мне родственником дальним. И непосредственно является мужем двоюродной сестры моего мужа. И по рассказу, она моя подруга, двоюродная сестра моего мужа, что до сих пор у нее муж не может отойти от этой войны,
что все заболевания, которые он имеет на сегодняшний день, это связано с той войной, что по ночам он кричит очень часто. И когда мы с ним однажды разговаривали, вот, он до сих пор просит прощения у тех людей, кого он вынужденно или невынужденно убил на той войне. Недавно, с прошлого года, в ЖЖ я увидела еще одного блогера, который тоже был участником афганской войны. И как раз я о нем узнала, когда он писал пост о том, как он был недоволен тем конкурсом афганской песни, которая прошла в прошлом году. И когда он там был, единственный непосредственный участник войны, пришедший на этот конкурс, и как с ним обошлись. Поэтому, с одной стороны, патриотизм нужно развивать в детях, но нужно развивать не на красивых картинках и ура, мы патриоты, мы за Россию, вот. А нужно воспитывать патриотизм в любви к собственным местам, где ты родился, в любви к собственным близким людям, которые тебя окружают, в помощи и в защите, оказании им. Вот это и будет являться патриотизмом, на мой взгляд. И вот именно когда ты несешь ответственность за близких тебе людей, когда ты готов пожертвовать ради них, если они попали в беду, когда попали в беду, своей жизнью, вот это настоящий патриотизм. А все остальное, ну да, детям собраться там, поиграть в игры, как и мы, в принципе, в школе в свое время. Нас на Зорницу возили, тогда на лыжах мы, значит, ездили, там строили какие-то крепости в снегу, недалеко от леса, воевали, значит, одна крепость против другой крепости, снежками кидались. Ну, это как бы детские забавы, шалости. Ну, а здесь все-таки вопрос довольно-таки серьезный. Тем более, что на сегодняшний день еще те люди, которые были на этой войне, и родственники этих людей, которые не пришли с этой войны, они живы. Поэтому для них, я думаю, это очень тяжелая сама по себе ситуация с этой войной. Вот. Мы в институте, когда учились, у нас был с нами один студент, который сам вызвался тогда пойти на эту войну. Слава Богу, он вернулся. Потом он пошел в силовые органы работать. У него тоже было свое видение об этой войне. Не нам судить, по крайней мере, я имею в виду, не мне это судить, я там не была, но то, что эта война, она, вернее, люди, которые послали на войну этих людей, и потом от них стали отказываться, и отказываться от помощи этих, вот это самое, что было отвратное, непатриотичное, антигуманное, античеловеческое. Вот, Фаина Юрьевна, есть такое еще понимание, в том числе этой войны, что это была разновидность войны с целью оккупации или аннексии соседней страны. За это нам, кстати, объявили санкции, и в том числе нам запретили давать кредиты, и наша бюрократия пошла потом на уступки для того, чтобы получить кредиты. Так как цена на нефть упала, мы стали осуществлять демократические реформы. И вот этот период был связан в связи с санкциями за афганскую войну. Но вот есть понимание, допустим, Андрея Николаевича Сахарова, что по вине нашей армии и наших граждан было убито примерно 2 миллиона афганцев. И вот такая моральная проблема стоит. Если мы всегда говорим, что наши ветераны, они достойны только восхищения, одобрения, оправдания тех военных операций, в котором они участвовали, то каждый раз, когда начинается новая авантюра, новая аннексия, оккупация соседних территорий, у нас нет основания для того, чтобы это опровергать, потому что те, кто участвует, говорят, ну никогда наша страна не участвовала в несправедливых войнах, поэтому и то, что сейчас происходит, тоже, может, когда-то нужно начинать говорить, что эта война, да, вот вы ветераны, вы наши современники, вы выполняли приказ, но война, в которой вы участвовали, она преступная. Вот как? Ну это мы оскорбляем наших соотечественников. Они скажут, мы страдали, здоровье попортили, мы умирали, наши друзья, фронтовики вместе, друзья. А вы тут говорите, что мы участвовали в преступной войне. Но если мы это говорим, эта война не преступная, тогда начинает, и мы опять повторяем новые войны, и мы опять боимся обидеть ветеранов.
Вот это замкнутый круг. Не замкнутый круг, я бы это разделила, вот в смысле, как я видела бы эту ситуацию. Когда нападают на нашу страну, то есть я вот не зря говорила, защита близких, родных, своих мест, где ты родился, живешь, это один вид войны. А когда тебя сопредельные страны приглашают для защиты их интересов, мое видение такое, что туда должны идти непосредственно люди, волонтеры-контрактники, как я их называю, то есть по своему собственному усмотрению. Хотите вы там участвовать, идите, но за это участие должна тогда им платить и возмещать, и отвечать за них должна та страна, которая их пригласила. И я считаю, что это вот будет более правильно. Ты пошел уже взрослым человеком, с учетом своих собственных интересов. То есть легализовать наемничество, вы считаете? Да. Но я бы не зря сказала волонтеры-контрактники. То есть по своему собственному желанию. Ну, скажу, что это наша точка зрения. Это моя, да, я так и говорю, что это мое видение. Потому что когда нападают на твою страну, да, тогда мы, наверное, должны единым фронтом здесь все стоять и все защищать себя, свой дом, своих близких. Но когда тебя приглашает сопредельная страна, то в этом случае ты сам должен для себя принять решение. Пойдешь ты в другую страну, других людей защищать, не своих близких. А если ты идешь, и если тебя приглашают, то за тебя и за твою жизнь должна платить та страна, которая тебя позвала. И спрос тогда уже с этой страны, и с тебя. Чтобы не несла наша страна ответственность за то, что с тобой там случится, когда ты принял сам за себя решение. Я думаю, вот так. Спорная позиция, но спасибо вам за... Ну, это моя точка зрения, да, личная. Следующая новость. Мы стараемся брать примеры для нашей республики. Тенденция такая обнаружилась в одной из европейских стран. С 1 января 2019 года в Польше снижен пенсионный возраст до... Вот, у мужчин на 2 года, у женщин на 7 лет, до уровня, теперь, который в России. Но польское правительство с 1 января 2020 года обещает еще большее снижение пенсионного возраста. Оказывается, вот еще какие есть. Италия снизила. Новость ты не сказал. Италия снизила возраст. Причем там женщин, по-моему, до 58 лет. И мужчин до 60 лет тоже. Там соединение стажа плюс пенсионный возраст 100 лет должно быть. Ну, 100 лет. Но если ты в 22 года, даже с учетом, допустим, института, да, или университета, высшего образования, ну пусть 23 года, ты отработал. И плюс, если 37 лет, ты как раз к 60 годам приходишь. Это у мужчин. Если рано начал работать, да. И там 100 лет снизился. как раз, там снизился, получается, в массе, в смысле, вот по этому показателю. Вот. Поэтому мое видение какое? То, что сейчас у нас увеличили выход пенсионного возраста, я считаю, это моя точка тоже зрения, что это неправомерно, не правительство в данном случае все это приняло в интересах определенных олигархических структур, потому что им необходимо в данном случае с учетом санкций иметь тот же самый доходы, которые они имели, а иметь они могут только с учетом того, что они могут пользоваться пенсионным фондом своих собственных интересов. Все. И они стабилизировали будущее на ближайшие лет 10, потому что такого сильного решения, которое нужно будет принять, которое не будет поддержано обществом, наверное, не будет. Поэтому они его специально после выборов сделали, чтобы потом простили за несколько лет, а уже дальше таких непопулярных решений не будет. Может быть, да, скорее всего, это так. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что январские новости из жизни Мордовии комментировала Фаина Юрьевна Макарова, замгендиректора Мордовской депозитарной компании «Депозит». Спасибо большое, Фаина. Да не за что. Всего доброго, до новых встреч.